Наша съемочная группа побывала в реанимационном отделении многофункционального медицинского центра Кызыла. Не успели перейти порог красной зоны больницы, как буквально всеми нервными окончаниями чувствуется атмосфера страдания и боли. На сегодня медицинский центр вмещает 700 инфицированных ковидом. Из них 32 в реанимационном отделении, 2 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, 16 к аппарату неинвазивной искусственной вентиляции легких. Сейчас клиника течения этого заболевания очень разнообразная. От легких течений до тяжелого поражения не только легких. Эта инфекция отличается мультиорганным поражением всего организма. У некоторых больных заболевание может пройти очень легко, бессимптомно, но у части больных это с поражением всех органов протекает. Это с поражением сосудов, миокарда, почек, печени. Врачи отмечают, что первая волна коронавирусной инфекции прошла сравнительно безопасно, потому что были приняты очень жесткие и действенные меры по нераспространению пандемии. Клиника течения этой инфекции отличается от первой-второй волны. Вот сейчас наблюдаем очень тяжелое течение среди молодых пациентов и детей до 16 лет. Однозначно COVID-19 мутирует. В мире появляются новые штаммы – бразильский, индийский, британский. Но, как говорят специалисты, российская вакцина сильна и для этих штаммов. Это гражданин Китая, который работает в Лунсин в настоящее время в очень тяжелом состоянии. Временное облегчение получает, когда лежит на животе, но только временное. Более половины заболевших – гости на свадьбах, юбилеях. Симптомы болезни у каждого человека разнятся, порой не отличаются от симптомов обыкновенной простуды. Внезапно запершило в горле, поднялась температура, вызвала скорую помощь и очутилась здесь. Призываю земляков поменьше находиться в общественных местах, на праздниках, свадьбах. Главное, прививайтесь. Врачи работают в круглосуточном режиме. По 8 часов в средствах индивидуальной защиты с 3 перерывами. Цель одна – не потерять человека. Уже к этому времени подходят свежие анализы у нас. Также идет наблюдение за пациентами. В динамике, как идет, снижается кислород в крови или нет. Основное наше наблюдение за сатурацией крови, то есть содержание кислорода в крови. За этим наблюдаем. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак отметила, что все усилия и самопожертвования врачей, стоящих на передовой, обесценивают представители малого и среднего бизнеса, которые ради прибыли рискуют здоровьем жителей Тувы. Такие действия могут привести к полному локдауну, тогда ни одно заведение даже с 50% заполнением не будет допущено к работе, сообщила Людмила Салчак. Сайгын Бюрби, Артеш Бартан, Мирана Иргит, Тува 24.